Глава Коми Владимир Уйба выступил с обращением к жителям республики. Полную версию смотрите прямо сейчас. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня хочу рассказать вам о вакцинации, потому что, как я вам уже докладывал, каждый день смотрю ваши обращения в ЦУР, в инцидент менеджмент, и там очень большой сейчас блок, связанный с вакцинацией. Действительно, у нас сегодня есть дефицит в вакцине, это в целом по стране. У нас на сегодняшний день в работе 10 тысяч доз. Это все, что у нас на сегодняшний день есть. Еще сегодня подошла вакцина 2100 доз. Ну, это, в общем, капля в море, мы ее уже распределили. И действительно, сегодня есть в очень многих муниципалитетах дефицит по тому количеству обращений. Обращения возросли в разы на желающих привиться, и на этом фоне действительно мы испытываем дефицит в вакцине. До конца этой недели мы еще получим 7200 доз, и в последующие 10 дней еще дополнительно у нас мы стоим в разнарядке на получение 6000. Но этого мало, потому что мы сегодня в день прививаем где-то до 3000 человек. Соответственно, я обратился к Татьяне Алексеевне Голиковой, заместителю председателя правительства, и министру здравоохранения России Михаилу Альбертовичу Мурашко с тем, чтобы нам дополнительно выделили в ближайшее время не менее 70 тысяч доз, что позволит нам достаточно спокойно отрабатывать месяц, поскольку я сказал, что мы в день сегодня до 3000 прививаем. Также я, просматривая инцидент-менеджмент, вижу, что у людей до сих пор есть вопросы, что пандемия – это миф. Но, уважаемые жители республики, я считаю, что я даже не буду совершенно никак этот миф развенчивать, потому что я назову просто цифры, и все, кто понимает, о чем я говорю, а я буду говорить достаточно таким простым языком, поймут, что, конечно, никакой это не миф, это сегодня очень жесткое, очень коварное заболевание. То есть, возвращаясь к цифрам, мы на сегодняшний день уже развернули 2220 коек. Вот представьте себе, если месяц назад у нас было развернуто 450 коек. Вот за месяц, да, мы развернули более 1500 коек. И самое важное, что они уже заполнены. У нас на сегодняшний день 1700 человек на этих койках лежит. То есть у нас остается всего 20% свободных коек. Это вот что такое миф? Да? То есть если бы это миф, то откуда столько пациентов, причем понятно, что если это госпитализация, то это значит либо тяжелый, либо крайне тяжелый. Ну и среднетяжелых мы сейчас все-таки стараемся лечить на дому. Если уже не получается ведение на дому, тогда госпитализируем в стационар. Ну и, к сожалению, все-таки у нас растет смертность, летальность от ковида. И мы сегодня уже перешли 1000 умерших от ковида. 1015 человек у нас сегодня зарегистрировано умерших от ковида. Это к вопросу о мифе. Да, мы сегодня в приличных, если можно вообще говорить о смертности и о приличии цифр, да, мы сегодня имеем невысокую по сравнению со средней по России, 2% 16 сотых, но тем не менее это наши люди, это 1015 человек, наших жителей республики, которые умерли от ковида. Это к вопросу о мифе. Второе, прям бужируется очень активно о том, что все больницы забиты привитыми. Снова говорю о том, что это вообще совершенно не так. У нас заболевших среди привитых 212 человек, а привитых у нас на сегодняшний день 136 тысяч.
Соответственно, это промилле, 0,2%. И при этом из этих 212 только еще от этих 212 человек всего до процента госпитализируется. Все остальные переносят легко, удовлетворительно на дому. Поэтому вот разговор о том, что весь стационар это привитые, ничего подобного. Значит, 99,9% пациентов, которые 1700 человек, которые сегодня лежат в стационаре, это не привитые люди. Еще то, что тут очень горячо обсуждается, разговор о том, что очень тяжело переносится прививка. Точно так же мы отслеживаем все абсолютно обращения после прививки. Максимально, что после прививки мы видим у пациентов обращение, это в первые сутки подъем температуры. Да, он действительно бывает до 38, но бывает болезненность в месте укола в течение суток. Но это на любую прививку. То же самое бывает и на грипп. И поэтому говорить, что на прививку вот такая реакция, это абсолютно нормально. И потом, это опять же в единичных случаях. Еще такая тоже распространенная история обсуждается о том, что можно обойтись без прививки, да, вот я уже сказал, пандемия это миф, но я просто это не буду снова обсуждать, потому что я, на мой взгляд, достаточно убедительно объяснил, что стационар сегодня практически полностью, 99,9% это больные люди, которые заболели непривитые, и, к сожалению, очень тяжелый вот этот штамм, и индийские, и британские штаммы, которые сейчас циркулируют, они протекают крайне тяжело. Поэтому, уважаемые жители республики, снова возвращаясь вот к тому, что нам не обойтись без коллективного иммунитета, потому что мы такими темпами просто заполним и эти 2000, и те 150 коек, которые мы дополнительно в ближайшие дни развернем в пансионате Лозом. Но мы же с вами понимаем прекрасно, что это не госпитальная база, мы там можем только долечивать. Соответственно, все равно госпитальная база может разворачиваться только на больничных площадях. И, соответственно, мы сегодня дополнительно разворачиваем еще 200 коек в Ухте, потому что Ухта у нас так и остается, Сыктывкар, Ухта и Карткероз так и остается в тройке антилидеров. Соответственно, мы, при том, что мы достаточно активно разворачиваем койки, все-таки понимаем, что если мы такими темпами начнем и дальше продолжать болеть, то и этих 2 с лишним тысяч коек нам уже не хватит. Поэтому снова призываю вас к тому, что нужно обязательно записываться на прививки, на вакцинацию и приходить и прививаться. Мы будем стараться максимально обеспечивать республику вакциной и, конечно, соблюдать меры профилактики. Я уже о них постоянно говорю, но снова напоминаю. В общественных местах это в обязательном порядке маска и обработка рук. На сегодняшний день это вся информация. Берегите себя, берегите своих близких. Будьте здоровы, не болейте. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.